Здравствуйте, с вами тележурналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Мы продолжаем рассказ о сквере «Память поколений» Новгородовский погост в столице Якутии. Благодаря народному бюджету городского округа город Якутск и главе городского округа Евгению Николаевичу Григорьеву данный проект осуществляется. Мы уже рассказывали о семье Лукиных, которые тоже здесь похоронены, о героях войны, о том, кто здесь работал и трудился на этой земле. А земля тогда называлась Хатануряский наслег города Якутска. Существовал здесь совхоз «Новый путь». Сквер разделен на несколько секторов. Вот первый сектор – это семья Лукиных. Мы установили памятные плиты на постаментах. Это Михаил Михайлович Лукин, который погиб в 1944 году в городе Севастополе. Его жена Екатерина Николаевна. И два брата Макар и Петр. Его забрали на войну 10 августа 1941 года. Отца моего. Я как раз родилась в этот день. Здесь именно в этот день? Да. В этот день сестра. Мне 6 лет было, когда мама-то умерла, вот Екатерина Николаевна. Она еще в роддоме была, когда отца на пароход посадили. А почему говорят, что он так и не узнал, что у него дочь родилась? Потому что тот день они на пароходе их повезли. И второй сектор – семья Новгородовых. Татьяна Васильевна Новгородова-Шепелева и Дмитрий Степанович Новгородов. Дмитрий Степанович был потомственный казак, урядник в Якутском казацком полку, ну и, естественно, занимался землепашеством. Свою жену, как лучший наездник казак, украл в селе Топога из семьи Шепелевых. Вот это вот могилы чьи? Вот это моего деда и бабки мои. Новгородова Дмитрия Степановича. Вот. И это Татьяна Васильевна Новгородова. Ну, она Шепелева ее фамилия, девичья. Он ее, украл в Табаге дед. Это самое, в морозы привез ее, на кошовке привез. А когда все Шепелева-то братьев там много было, собрались, приехали, а он дверь открыл, говорит, самовар, говорит, заходите, говорит, в гости. Ну, дед, он в совхозе работал, раньше же как, он пахал, сеял, там рожь сеял, вот. У него место было. Дмитрий Степанович очень сильно любил свою жену. У них родилось 11 детей. Это была самая хлебосольная семья. Двери их всегда были открыты. Царила любовь и доброта. Практически Татьяна и Дмитрий объединяли всю семью Новгородовых, которые жили здесь, на Хатануряхе. И сегодня их потомки являются инициаторами данного сквера. Дети мои, внуки, внук, он, правда, в Новосибирске родился, но он тоже потомок. Вот это уже будет 8-е поколение. Ну, фамилии разные, но мы корни-то новгородовские. Это мой отец получил, я не помню, в 1954 году, по-моему, орден Трудового Красного Знамени. Он строил, Тайвань он тоже весь построил. Если кто помнит, такой поселок был Тайвань. В секторе Новгородовых стоит еще одна большая памятная плита с мемориальными плитами. Здесь мы увидим разные фамилии. Но дело в том, что это все Новгородовы. Как я уже сказал, это было 11 детей. Вот один из них погиб в 1948 году. Дядя, которого сбила машина. Да. Он на велосипеде ехал на работу, и вот его сбила машина. А вот сейчас мы рядом идем, да, и смотрите. Георгий Васильевич, это вот моей бабушки, вот той бабушки, родной брат младший. И Шепелевых-то много. Вот здесь я вижу 3 погоста. Да, вот где-то здесь вот похоронен. Инициатор сквера ваш брат. Да. Немного о нем расскажите. Тролгов Дмитрий Васильевич. Ну, слов нету. Он такой, очень был прямой и простой, правдолюб был. И чтобы люди помнили, и потомки помнили, понимаете, этот сквер. Жизнь-то проходит, все уходит.
А что-то должно остаться. Перед вами памятный постамент с мемориальными плитами людей, которые здесь были похоронены. Первые идут, это сразу 4 плиты семьи Сергеевых. На самом деле это одна из ветвей семьи Новгородовых. Главным в семье по определенным обстоятельствам был Ян Сергей Цайги. И о нем расскажет сын. Ян Семен Сергеевич, уроженец города Якутска, родился в этом месте на Хатануряхе, на даче Хатанурях. Официально у меня в документе так написано. Хатануряхский сельский ЗАГС зарегистрирован был я. Это одно из первых кладбищ было раньше, здесь домов не было. И вот этот бугорок был, и здесь были похоронены мой отец, мой брат старший, но 39-го года рождения, умер в 53-м году. Насколько я помню, маленькие были, но мама рассказала, Лукины здесь, фронтовики были, тетя Акулина, Терентьевы были. Очень много род Новгородовых здесь. Все было заброшено, все кресты упавшие. И вот благодаря Олегу Леонидовичу вот это вот все мероприятие создать сквер памяти, которые жизнь отдали за родину, потом жили здесь, да и вообще восстанавливали и город, и работали здесь. Отец у меня 1890 года, он в той стороне, он в 1937-м был репрессирован, а в 1938-м реабилитирован. И в 1961 году его здесь похоронили тоже. И вот мы, последнее поколение, а внуки уже, даже мои сыновья уже и не знают. А теперь так все облагорожено, благодаря Олегу Леонидовичу. И я думаю, хорошо смотрится все. Я очень был рад, что такие плиты были написаны. И там отец мой, моих родственников знакомые, там Терентьевы, Шепелевы, Лукины. Прямо здорово. Поэтому какие могут быть вопросы? Очень правильно сделано. Хоть что-то в памяти останется. Нас не будет, эти плиты останутся. Мы установили памятную плиту Сергееву Ивану Степановичу, который погиб в 1943 году во время Великой Отечественной войны. Но призывался он отсюда, с Хатануряхского наследия. Это чета Поповых, Степана Иннокентьевича и Матрёны Дмитриевны. Дело в том, что Степан Иннокентьевич Попов всю войну был директором кооператива Холпаса, которого сейчас не существует. Но все тяготы войны в тылу пришлось этим людям на себе испытать. Семья Терентьевых, Дмитрия Павловича и Акулины Михайловны. Акулина Михайловна является родной сестрой братьев Лукиных. Во время исследования выяснилось, что здесь похоронены семья Округиных, Петра Семеновича и Евдокии Лаврентьевны. Они с Иркутской области, а мы все дети уже здесь, в Якутске родились. И дети мои, внуки. Да, дедушку я не помню, бабушку помню, смутно, но помню. Бабушка у нас мать-героиня, 11 детей у нее было, 9 дочерей и 2 сына. Дедушка был столяром, работал, плотник, столер, не знаю, по строительству. А бабушка, она с детьми шила, портниха была. Родственники сюда переехали, в Якутск, и тогда бабушку привезли сюда. Бабушку с дедом привезли сюда. И последние годы он шил на Белом озере. Там у сына у своего дяди Гоши. Дядя Гоша у нас родился 29 октября 18 года, ровесник октября. Гоша, он в АТБ работал во время войны, там самолеты ремонтировал. А второй сын, он воевал, но они жили в Брянске, поэтому я его плохо знаю. В основном уже все уехали. Мама-то была 10-я в семье. Естественно, все уже давно. Но они по всей стране. Кто-то в Сахалине жил, в Ташкенте жили. В Брянске их 4 сестры жили.
И всегда душа болела, думаю, дача подходит близко, что делать, что все сравняют скоро. Ну, прекрасно, очень даже хорошо, что будет ходить, будет куда ходить. На сегодняшний день установлены мемориальные плиты и проведена отсыпка сквера. В данном сквере мы видим уже установленный крест, памятную древнюю плиту, о которой мы уже рассказывали, и постамент. Сейчас готовятся здесь постановки 3 стелы, которые рассказывают о семье Лукиных, Новгородовых и, естественно, о других людях, а также об организации данного сквера. Мы установили памятник. Это старый советский, а может быть и более, плуг вместе с жерновами семьи Сергеевых. Туда вот втыкается палка, крутишь и еще сюда сыпешь. И как зерно куда высыпалось, или сюда выходило, или что ли. Потому что вот какие-то вот эти штуки есть. Скорее, вот, видимо, вот так крутишь, что ли. Короче, зерно выходило. И они вот это собирают. Но вот такой страшный труд, это если мешок... Еще второй диск. Да, второй диск, и это мешок перемолоть, это ручная мельница, короче, вот так получается. И коров при этом держали, надо вот 2 раза в день, я так думаю, доить надо, потом Коров утром... держали, свиней держали, утром кормить уток, надо. Куриц. Вся живность была. Живность была, да. Вся живность. Ну, я тогда еще в юрте, ну, тогда я маленький был, но я уже видел его. Он тогда более белый был, светлый такой был. Выдавали же зерно. Вот они его крутили, перерабатывали и на муку. У нас мама вообще хорошо пекла. Она вообще стрельпуха была. Конечно, хорошо, вкусно было. Плуг с немецким, так скажем, резцом. Здесь даже есть клеймо. Значит, это часть, которая идет в землю. И здесь стоит, куда запрягали коня. Это плуг династии семьи Новгородовых, достаточно древний. И сейчас идет строительство сквера благодаря народному бюджету городского округа город Якутск.